Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. А сейчас основные темы выпуска. Центр избирком зарегистрировал 4 кандидатов в президенты Абхазии. Очередное заседание штаба по энергетической безопасности прошло в Сухуми. В результате прорыва водопроводной трубы на пересечении улиц Ардзинба и Воронова большая часть столицы осталась без воды. Центр избирком зарегистрировал 4 кандидатов в президенты Абхазии: Гунба Бадру Зурабовича, Ардзинба Адгура Амирановича, Барциц Олега Мсасовича и Аршба Роберта Ивановича. Адгур Хурхмал, выдвинутый инициативной группой граждан кандидатом в президенты, сдал документы 6 января. Поэтому пока идет проверка документов. Все остальные документы проверенные, 4 кандидата зарегистрированы. Они имеют право с сегодняшнего дня заниматься официально предвыборной агитацией, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Марша. Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. 6 января закончился прием документов всех инициативных групп и политических партий. Было изначально выдвинуто 8 кандидатов, но 3 из них, как ранее мы сообщали, они сняли свою кандидатуру по собственному желанию. Что касается 5 выдвинутых кандидатов, мы сегодня рассмотрели 4 кандидатуры, которые зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии. В порядке очередности первыми, кто документы подал, это был зарегистрированный кандидат на сегодняшний день, это Гунба Бадра Зурабович. Вместе с ним баллотируется на пост вице-президента Бигвава Беслан Владимирович. Далее была регистрация кандидатов в президенты Ардзинба Адгура Амирановича. С ним вместе в паре на пост вице-президента баллотируется Джинджал Алхас Владимирович. Далее зарегистрировали мы Аршба Роберта Ивановича в качестве кандидата в президенты в паре вместе с Агарба Даутом Валентиновичем. 4-й кандидат зарегистрирован на сегодняшний день, это Барциц Олег Мсасович. Вместе с ним баллотируется на пост вице-президента Какоба Адгур Патович. Что касается данных кандидатов, они с сегодняшнего дня имеют право официально заниматься предвыборной агитацией через средства массовой информации, через печатные издания, все так, как прописано в Конституционном законе о выборах президента. Данный вопрос сегодня был утвержден единогласно по всем 4 кандидатам. Что касается кандидатуры Хурхмал, пока еще комиссия рассматривает его документы. У нас есть, так как он сдавал документы 6 числа, у нас есть 10 дней на рассмотрение. До 16 числа мы вынесем свое определение и вам заранее сообщим. В связи с официальной регистрацией кандидатом в президенты Абхазии, исполняющий обязанности президента, Бадра Гунба ушел в отпуск на период избирательной кампании. В соответствии с указом Бадры Гунба исполнение обязанностей президента возложены на исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба. Бадра Гунба также подписал распоряжение об отпуске главы администрации Чемчерского района Беслана Бигвава в связи с регистрацией его в кандидаты в вице-президенты. Исполнение обязанностей главы администрации района возложены на первого заместителя Артемона Габилая. При сегодняшнем графике верных отключений и уровне потребления электричества социального перетока из России хватит только до 18 февраля. Как говорят специалисты, деятельность майнинг-аппаратов снова активизировалась. На данный момент в республике майнинг-фермы потребляют до 500 тысяч киловатт-часов в сутки. Очередное заседание штаба по энергетической безопасности прошло в Сухуми. Алика Трапш расскажет подробнее.
Правительство практически выполнило все бюджетные обязательства за прошедший год, сообщил в начале заседания штаба по энергетической безопасности исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бгамба. Заработные платы за ноябрь и декабрь, а также премиальные были выплачены бюджетникам. Около 600 миллионов рублей оплачены за переток электроэнергии. Конечно, нам помогло, что в середине января, практически в декабре, в 20-х числах уже пошел переток социальный, иначе нам тяжело было бы еще отвлекать бюджетные деньги на электричество. Но, в принципе, задача перед нами опять такая же. Вот так же напряженно поработать, как мы поработали с бюджетом в конце года, уже с начала года поработать с теми, кто нарушает наши законы. Гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджолия сообщил, что при сегодняшнем графике верных отключений и уровне потребления электричества социального перетока из России хватит до 18 февраля. Он также отметил, что по проведенному анализу деятельность майнинг-аппаратов снова активизировалась. На данный момент в республике майнинг-фирмы потребляют до 500 тысяч киловатт-часов в сутки. Выхода другого нету, придется нам стучаться в каждый дом. Где будет хоть малейшее подозрение в работе этого майнинга, надо будет заходить, обестачивать и прекращать эту работу. В противном случае мы обратно столкнемся с опытом прошлого года, когда у нас света не было. Знаете, как долго люди у нас сидели в день по 2,5 часа всего имели свет в дневное время суток. Думали, что те, кто этим занимается, поймут, в какой ситуации находится сегодня страна в целом, по части электроснабжения. И хотя бы в зимнее время не будут включаться. Но, к сожалению, это не так. Согласно действующему закону, под Уголовный кодекс подпадает потребление электричества от 300 киловатт-часов. Эту норму необходимо снизить, считает исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. По его словам, у многих майнинг-фирм есть несколько собственников, что позволяет им избегать уголовной ответственности. Пришли мы на объект, появляются два человека. Говорит, половина вот это мое, второй говорит, половина мое. Соответственно, оба делают материал, нам приходится собирать на двоих материал, делить то потребление, получается, и, соответственно, под уголовную статью они не подпадают. Потому с нашей стороны мы предлагаем, помимо того, что объем потребления считать, и еще объект как отдельное, так скажем, место совершения преступления. Я думаю, что если к объекту мы будем привязывать, согласно нашему закону, то мы тогда можем привлекать к уголовной ответственности. Если мы знаем, на объекте там он употребляет свыше там положенных киловатт, у него стоят майнинги, у него уже незаконное подключение. У нас же есть решение изымать выявленные майнинги. И чем мы должны с этим говорить вообще, церемониться с этими людьми? Если эти люди не понимают сегодняшнюю ситуацию в Абхазии. Каждый штаб мы сидим, вот это мы обсуждаем, вот что с ними там делать. Слушайте, если мы знаем, что у них стоят, надо прямо вламываться, и изымать все, что у них стоит. А потом уже будем думать, что с этими майнингами делать. Говорим на практике, с чем мы сталкиваемся. Так что нам никто не в квартиру, никуда никто не мешает. Мы заходим и изымаем. Один аппарат будем изымать, 10 аппаратов есть, тоже изымаем. Роберт, просто что нам мешает? Скажи мне, параллельно заниматься этим можно? Конечно, скажу так, Тар Михайлович, мы здесь говорим о том, как ужесточить меры. То есть ужесточение мер, я привожу пример, то законодательство, которое сегодня у нас существует и действует. Соответственно, и с чем мы на практике сталкиваемся? Когда мы говорим о том, что жесткие меры – это уголовная статья, то есть уголовное преследование, соответственно, где человек имеет возможность получить, там, допустим, реальный срок. После окончания социального перетока Абхазии понадобится еще до 150 миллионов киловатт-часов, чтобы дотянуть до времени, когда НГУР-ГЭС начнет работать в полную силу. Валерий Бгамба призвал членов штаба усилить борьбу с незаконным майнингом криптовалют. Но не может вся страна на майнинге работать и на электричестве. У нас тогда страны просто не будет, если будем работать только на электричество. Только вот весь бюджет будет направлен на то, чтобы оплатить электричество. Вот представьте себе 10 миллионов в сутки потребления, на 4 умножьте просто, и получится 40 миллионов в сутки. Мы практически не выдержим, весь бюджет не выдержит такую нагрузку, поймите правильно. Если мы не приведем к соответствию с нашими возможностями, то мы не сможем вообще развиваться. Не будет электричества, не будет предприятия работать, значит, в бюджете это же круговорот, тут ничего мы не сделаем другого. Тут все и так понятно.
Давайте поэтому все-таки усиливать борьбу. Напомним, что в декабре прошлого года Министерство энергетики и транспорта инициировало продление законопроекта на запрет ввоза оборудования для майнинга и признание данной деятельности незаконной еще на 2 года. Законопроект был поддержан Кабмином. Соответствующее решение было принято. Это вот в части нормативно-правовых документов, которые могут дополнительно способствовать изъятию и конфискации этого имущества. То есть мы все имеем, только надо бороться. Как получается? Надо продолжать активную деятельность по выявлению этого оборудования. В завершении заседания штаба по энергетической безопасности исполняющий обязанности премьер-министр Валерий Бгамба вновь призвал соответствующие структуры усилить борьбу с незаконным майнингом криптовалют в Абхазии. Алика Трапшра Мукамки, Абхазское телевидение. Печальная весть. После продолжительной болезни ушла из жизни ученый, музеевед Таисия Алания. Таисия Георгиевна окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного педагогического института. С 1972 года работала младшим научным сотрудником в Абхазском государственном музее, позже возглавила отдел естественной истории. Таисия Алания принимала участие в полевых научных исследованиях, занималась изучением лекарственных растений абхазской народной медицины. Кроме того, она работала педагогом в Сухумском доме юношества, а в летний период руководила детским эколого-туристическим лагерем. Алания – автор более 200 научных статей. Пожар произошел рано утром 10 января в жилом доме в Сухуме. К моменту прибытия пожарных здание на улице 8 марта было охвачено огнем. Удалось частично спасти комнаты на 1-м этаже. 2-й этаж выгорел. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. 284 административных правонарушения в области дорожного движения выявили сотрудники ГАИ в ходе специального усиленного рейда. 6 водителей пребывали за рулем в нетрезвом состоянии. Они лишены права управления транспортным средством сроком на полгода. Рейд проходил по всей республике с упором на столицу, город Сухум. Далее оперативная съемка МВД. 9 января в столице прошло усиленное рейдовое мероприятие в целях профилактики безопасности дорожного движения. С целью усиления работы инспекторов рейд проходил с применением ротации кадрового состава из районов республики. В ходе построения личного состава, курирующий работу госавтоинспекции, исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Беслан Чкадо поручил уделять особое внимание водителям, управляющим автотранспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Таковые представляют наибольшую опасность для всех участников дорожного движения. Рейдовое мероприятие проходило по всей республике с упором на столицу, город Сухум. Всего по республике сотрудники выявили 284 административных правонарушения. 6 водителей пребывали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Они лишены права управления транспортным средством сроком на полгода. Инспекторы призывают граждан не пренебрегать правилами дорожного движения, обязательно использовать ремни безопасности. Это правило является необходимым, особенно для малолетних граждан. Детей разрешено перевозить только в специально оборудованных креслах. Помните, соблюдая правила дорожного движения, вы можете спасти не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Стали известны победители конкурса на лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Церемония награждения прошла в МВД. В Министерстве внутренних дел по итогам 2024 года состоялось награждение победителей конкурса «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». Мероприятие проведено в рамках социального проекта «Спасем жизнь вместе» с целью антикриминального воспитания молодежи. Согласно ежегодному плану инспектора по делам несовершеннолетних, подразделений милиции общественной безопасности городских управлений районных отделов внутренних дел проводили лекции, профилактические беседы во всех учебных заведениях республики. Задавали соответствующие теме вопросы. В этом конкурсе приняли участие колледжи, которые на сегодняшний день работают и действуют, осуществляют свою организационную деятельность в Республике Абхазия. Активное участие принял Гагрский медицинский колледж, Сухумский медицинский колледж, Сухумский государственный колледж. Также приняли участие средние общеобразовательные школы.
Во время проведения конкурса учащиеся подготовили фотографии, видеоролики, пропагандирующие культуру здорового образа жизни, нравственности и семейных ценностей. В конкурсе приняло участие более 350 детей, учителей и воспитателей. Так бывает с каждым из них, если нет новой дозы. Природа мстит человеку. Смелым можно назвать того, кто не идет на поводу, отказывается от яда. Около миллиарда людей употребляют наркотики. Это значит, что каждый шестой житель Земли – наркоман. Участников проекта приветствовал исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киот. Он отметил важность пропаганды здорового образа жизни среди молодежи нашей страны. Я считаю, что важно тут отметить то, что с уст молодежи, с уст нашего подрастающего поколения, когда звучат такие призывы о здоровом образе жизни, об отказе заниматься такими противоправными действиями, как употребление наркотических средств, я считаю, что для нашего общества это очень важно. Мы все должны в этом принимать активнейшее участие. Мы все должны понимать, что от каждого из нас, от нашего слова, зависит судьба и будущего нашего народа и нашей нации, здоровой нации. Я считаю, что это очень нужное мероприятие. Данную профилактику соответствующие подразделения проводят периодически. Вы знаете, какие мероприятия проводит Министерство внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Эти обороты, так скажем, то есть эту работу мы постоянно усиливаем. С моей стороны, как и руководителя ведомства, особое внимание этому уделяется, так как мы знаем, что это одна из основных проблем сегодня в нашем государстве, к сожалению, великому. К сожалению, изымаются огромные, так скажем, для нашей страны, если взять на душу населения, в количественном составе наркотические препараты. Но этого недостаточно. Нам необходимо всем вместе в этой работе участвовать. И такого рода мероприятия, которые сегодня проводятся, я считаю, что нужно эту программу продолжать. В нее нужно максимально сегодня вовлекать нашу молодежь, так как именно молодежь сегодня подвержена, так скажем, всем вот этим соблазнам. По итогам проведения конкурса руководством Министерства внутренних дел Абхазии победителям вручены кубки и грамоты. Первое место занял Гагарский медицинский колледж, организатор проекта «Заразия Гунда». Второе место присвоено Сухумскому государственному колледжу, организатор Цвижба Владлена. Третье место у Сухумского медицинского колледжа, организатор Касланзе Светлана. Приз зрительских симпатий в конкурсе присвоен педагогу второй средней школы города Гудаута Таркил Алине. Подобные мероприятия Министерство внутренних дел проводит систематически, и в наступившем году намечены программы, для участия в которых будут привлекаться как школьники, так и представители молодежных организаций, спортивных и культурных обществ. Объединение усилий участников программы для формирования у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни, осознания ими физического и духовного здоровья как одной из главных жизненных ценностей. Способность адаптироваться в окружающем мире поможет юным сделать правильный нравственный выбор. В результате прорыва водопроводной трубы на пересечении улиц Ардзинба и Воронова большая часть столицы осталась без воды. Причины поломки выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы, Вардания. С утра сотрудники столичного водоканала пытаются устранить поломку на пересечении улиц Ардзинба и Воронова. Дело в том, что здесь соединяются три водопроводные трубы. Вместе стыковки чугунной и стальной труб, которую недавно заменили, расшаталась чеканка, в результате чего и произошел прорыв воды. Этот чугунный стык расшатался, свинец расшатался. Вот сейчас ребята меняют этот свинец, забивают новый свинец. Вчера вечером здесь произошел сильный прорыв, сильное извержение воды. И было принято решение остановить воду. Мы остановили воду, дали объявление людям, чтобы они немножко запаслись. Водопроводная система старого Сухума состоит в основном из чугунных труб, которые не рассчитаны на проезд большегрузных автомобилей. Данный фактор и стал причиной поломки, отмечает специалист. Остальную часть меняли, но чугун не меняли. Чугун со сталью не варится электросваркой.
И поэтому чеканится свинцом. Здесь проезжают большегрузные машины и по Арзенба, и по Воронова. И вот этот свинец расшатывается. Но это обычное дело, где лежат чугунные трубы, вот, где проезжают большегрузные машины. Это обычно, это во многих местах это происходит. Ремонтные работы на пересечении улиц Арзенба и Воронова планируют завершить в течение дня. Гугут Савардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в выходные и праздничные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. С пятницы по понедельник без осадков, относительно теплая погода. В ночь с 13 на 14-15 января ожидается неустойчивая погода. Временами дождь, гроза, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью плюс 5, днем плюс 9-14 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.